Друзья, у нас обед, и к нам прилетел гость. И никто не знает, что это за птица, так что спрашиваю вас, что за птаха и как ее зовут. Вот она, вот такая вот симпатяшка. Свиристель, может, какая-то? Что за птичка-то? Да не, они чирикают. Видишь, засуетилась, думают, как особое внимание. Вот. Тихо, 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 сейчас испугаешь ее. Видишь, полоса такая на голове. Они прямо сюда, да, подходят? Да, они здесь живут. Они здесь все пакеты, они и портят, наверное. Оставишь что-нибудь здесь? И все. Вон как засуетилась. Попробую поближе. Так. Вот так, наверное, будет хорошо видно. Вот она такая пташечка. Если честно, я такую птичку первый раз вижу, которую я с помощью камеры смог так приблизить. Это наша соседка. Сейчас выйду на открытое место и по-любому, наверное... Ага, вот она. Не боится, смотри. Ну-ка дай-ка хлебушка, Ром. Дай кусок хлеба, я сейчас дам ей. На. Она так посмотрела свысока. Думает, что ты мне хлебом кормишь? Дай ты мне что-нибудь вкуснее. Ну ничего, найдет, если захочет. Так, пообедали. Все заняли боевые позиции. Влад, Роман. Но я решил подергать балансир. Попробуем минут 15-20 уделить сначала балансиру. Ну а потом, если уже ничего не будет интересного, попробуем что-нибудь другое. Пока мы обедали, жильцы как все стояли, так и стоят. Сработок не было. Перед обедом нас порадовала щучка. И пока все. Ну что, после обеда пойман один небольшой окушок на балансир. А нет, на мормышку, на балансир тюкнула. Оставила, я достал мормышку, поймал на мормышку. И поймал вот такого живчика. Еще один. Крупный, правда, для живца, но... Да, еле-еле. Там вот на балансир клюнул, потом оставил балансир, я на мормышку поймал. Здесь вот одного на балансир тюкнул, еще кто-то тюкал. Только на двух этих лунках. Что-то больше нигде. Но здесь один точно есть, где я сейчас это. Потому что тюкнул и промазал. Так что давай махнемся. Или я туда. А? Не-не-не, лунками. Пробуй здесь. Здесь один точно есть. Он потому что тюкал. Видать, от балансира отошел. Может, где-то рядом, может, мормышку возьмет. По крайней мере, не захотел он что-то ударил разик, и все. Со дна начинай потихоньку. С небольшой амплитудой. Еле-еле.
сильно не тряси, а так. О, видишь, тут спад получается. Тут разница 2 метра. И по глубине полметра, наверное. Как раз на бровке получается. Тут вот так вот получается идет спад. Вот тут русло реки идет. И получается прямо на спаде, как раз на бровке мы. Походу небольшой там, потому что он разик ударил по балансиру. Не знаю с какой стороны. И все. Этого на балансир поймал. Живца. Живца, да, того на мормышку. Ну как живец, он тоже крупный, блин. Щука такого сама испугается. Помельче бы, конечно, надо, чтобы они заглотили сразу до желудка. Нет тут таких щук здоровых. Так, решил, короче, сделать включение. Я не знаю, будет клевать, не будет. Ну вот уже 2 окуня поймал на балансир Ирины Барановой. Может быть, клюнет 3-й. Хотя навряд ли, когда включаешь камеру, уже поклевки перестают. Там была поклевка. И бросил. Вот Рома пытается взять того окуня. После обеда был пойман 1 окунь на балансир там, 1 на мормышку. И вот 2 штуки только-только вот клюнуло. Удачно вытащила. А был еще 1 сход. Все, включили камеру и как всегда. Тишина-с, тишина-с. Не клюет никому. Ни Роме, ни Владу. И мне тоже уже не клюет. Что-то вообще после обеда, да, стухло? Когда обеда так же было. Ну, нет, да поклевывало. Почему? Желицы вообще все стоят, молчат. Ни одной сработки. Сейчас ближе к вечеру, думаю. Все, ладно. Я так думаю, менять лунки надо чаще. Долго не задерживаться над каждой. Так, ну вроде как нашел я окуневую стайку. Ловлю на балансир. Прошел где-то, ну, лунок 10-15, наверное. Поймал вот небольшую щучку. И вот уже 3-й окушок подряд решил включиться. Может быть и зря. Обычно после включения поклевки прекращаются. Ну, как бы одного поймал. Думаю, случайность. Но когда сразу же клюнул 2-й, думаю, тут что-то уже интересное. И вот пока включилась камера, клюнул 3-й. А сначала вытащил вот такой пучок травы. Получается, они в траве. Чего ты ходишь? Ищу хорошенькие. И НЦКД на них хорошенькие. НЦКД, да. Почти стая. Взял, сглазил. Надо говорить Йенцикадан. НЦКД, хорошо. Ну, все. А так все хорошо начиналось. Ладно. Попробуем другую лунку, потом мы еще сюда вернемся. Ну, если с каждой лунки по 3 окуня. А, вон она что. Опять трава. Ну-ка попробуем без травы. Солнышко спряталось. Поднимается ветер. Такой неприятный холодный ветер.
Северный ветер передавали по радио. Северо-восточный даже. Не знаю, это как отразится на клёве. Ну, пока я бы не сказал, что клёв вообще никакой. Потому что нет-нет, да, поклевывает. Будем менять лунки, будем искать. Ромка тут набурил лунок. Дай Боже. Плохо только, что они замерзают очень быстро. Блин, пора уже, наверное, за бушлатом идти. Что-то прохладненько в куртке стало. Так, здесь уже на метр глубже. Даже больше, чем на метр. Кто-то тюкнул и ушел. Ага. А, ну. Вот такой вот средний окунь. Не горбачи, конечно, но приятные, так сказать. С ладошечку. Даже покрупнее чуть-чуть. Ну-ка, продолжение будет, нет? Вот так вот. На опускание взял. Не крупный. Нормальный. Сегодня хотим пожарить окуня. Так что у нас сегодня будет царский ужин. Окунь в муке. Ну вот. Молодец, Луночка. Сработала. Вытащила троечку. Если в каждой лунке по троечке, это очень хорошо. Че, Рома, как дела? Ром! А-а. На червя, да, ставишь? А? На червя? Ну что, на опарышах было, на опарышах оставляю. Но... Ромка сделал новый огородик. Решил поменять место. Кинул прикормку на новое место. Свеженькую. Все, пытаемся найти плотву. О, еще есть. Кто-то еще тюкнул. Так, у нас еще поклевочка. Вот так вот. Вернулся опять на ту лунку, где сначала 3 поймал. Сначала куда-то зацепился, подергал, отцепилась. И потом сразу же последовала поклевка. Видать, здесь или что-то кусты какие-то, или грязь, или трава. Но что-то есть, какая-то кучка, где кучкуются эти окуни. Итак, у нас новая лунка и новый окунь. Там 4, там 3, а там 5 даже. 5-го поймал на мормышку. Там 3. Тут 1 окунь поймал и 1 сход был только что. Так что окунь нет-нет да подергивает. И это радует.
Окунь шум любит или нет? Не знаю, я с окунями не жил. Не, просто говорят, сорога пугается от бура, а окунь наоборот, блин. Не знаю. Блять, я уже все балансиры перепробовал. Сука, блядь, какие-то они все яркие, все зеленые, все больше, блин. Она, блядь, не хочет почему. Ладно, пошумим. Все, что ли, здесь один? Нет, вроде тюкнул. Так, если везде лед на озере толстый, то вот эта темная полоса, что от речки идет, вон какой здесь тонкий лед, сантиметров 7, 6-7, не больше. Хотел проверить здесь, и сразу же мертвый зацеп. Так что, Ира, есть риск потерять твой балансир, который сегодня очень хорошо себя зарекомендовал. Но мы зацепились. Есть вот такой у меня отцеп. И сейчас попробуем что-нибудь сотворить, если получится. Если получится. Глубина здесь очень большая. Плюс течение от реки. И тонкий лед. Вон около 10 метров, наверное, глубина. Ой-ой-ой. Чуть отцеп не ушел. Отцеп не хватает. Вот те, нате. Блин. Я так еще не распускал его. Блин, чуть не ушел. Ну и что мне прикажете делать? Не хватает. Отцепа не хватает, прикинь, Ром. Отцепа не хватило, веревки не хватило. Твою дивизию. Об какие-то кусты, блин. Что и балансир, это же не крючок, блин. Конкретно куда-то мы запутались. А жалко, как жаль. Ах, как жаль, ах, как жаль. Ладно, выключаемся. Будем пробовать отцеплять. Балансир спасен. Вот. С помощью отцепа все-таки отцепил балансир от Ирины Барановой, который чуть было не потерялся. Вот, где Рома, это удочка там и конец отцепа. Посередине где-то мотовильце для, для отцепа. Сейчас я отцеплю и посчитаем, сколько метров глубина этого водоема. Ну, ёшкин кот. Так, все, отцепил. Это направо, чтобы не путалось. Это налево. Так, все, считаем. Сначала посчитаем, сколько у меня отцеп длиной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отцеп у меня 10 метров длиной. Веревки у меня с собой не было. Я привязал от жерлицы леску.
сколько еще? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 17 метров глубина на этом месте. Лед всего 6-7 сантиметров плюс течение. Как-то вот так. Ладненько. С помощью жерлицы и отцепа спасли мы питерский балансир. Клев в принципе прекратился. Не знаю, быть может мормышечкой тяжелой еще вдоль русла реки пройдусь. Вот оно, река вытекает. Попробую еще. Клюнет, клюнет. Нет, так будем собираться. 2 живца еще в ней, 2 жерлицы закину на ночь. И все. Роман уже вон за водой пошел. Скоро будем ужинать. Вроде недавно обедали, уже опять ужин. Ладно, встречаемся в избушке. Мы еще покажем, что мы поймали сегодня за день. Правда, уже вечерний улов после обеда, что поймали, отнесли на жаровку. Сегодня будем жарить рыбу, так что увидим ее в сковородке. Ах ты, заразка такая. Высохнуть успела. Заразка. Ай-яй-яй. Ловить рыбу люблю. Чистить не люблю. Кушать люблю еще, да? Ну, кушать это естественно, но самое это для меня, вот эта чистка рыбы, это, не знаю. Ворона сегодня целый день смотрела, как мы рыбу ловим. Так хоть завтра придет с кедровками, хоть потрошками, как сказать, полакомиться. Сегодня как будем жарить его? В муке? Конечно. Хорошо, да, Влад? Зато комаров нет. А то летом рыбу чистишь. Тут укусили, там укусили. А сейчас красота. Ни комаров тебе, ни мух, ни чаек. Одни кедровки до ворона. Я обалдею от такой погоды. Главное, чтобы ветра не было. Ветер не люблю. А в прошлый раз, когда я здесь был, это было что-то с чем-то. С того берега не было видно. Такая метель была. Жареха, жареха. А вчера что? Вчера у нас просто... опять икра. Второй окунь уже с икрой. Икру, короче, я тоже оставляю. Тоже пожарим. Так, сейчас первую партию быстренько картошечку сварганим. Пожаришь картошку? М? Картошку будешь жарить? Да, там немного что будет. У нас сложное меню. Очень вкусно. А потом куда ты картошку денешь? А в этот кастрюльку. А? Кастрюльку. Жареную картошку в кастрюльку. Да. А потом жареную рыбу в тарелку. Если есть тарелка, то в тарелку. Нет, так кастрюльку. Потом что-нибудь придумаем. Кастрюлька, тарелька. Ой, я нож там быть не буду. А то на ноже написано печора. Как-то Артем с Артемом были на рыбалке. Дай, говорю, ножик. А на озере рыбачили. Он мне по льду так... Оп, поймал, там перевязался. Говорю, держи, смотри, говорит, в лунку не попади. Говорю, да не бойся. Бульк. Да ладно. Где такая бывает? Ножик не пни только. Ой-ой-ой-ой, икра. Блин. Поймал, успел. Что ты все уже помыл, что ли, всех? Хорошо помыл? Нормально помыл. Ну вот и все.
Вторая часть Марлезонского балета. будет уже в избушке. Жарки, парки уже там. Так, а я пока, у меня там 2 живца есть, поставлю еще 2 жерлицы на ночь. А вдруг? Вон там вдоль берега. Который... Встречаемся в избушке. Так, а вот это наш улов за сегодняшний день. Не считая того, что оставили на жареху. Приоткрой, Ром. Не будем уже высыпать, потому что здесь и ёршики, и щучки, и все такое. А куски, вот там, раз, два, 3 щучки получается, да? Верно. Сколько на вес килограмм примерно? Так, вот вишка есть. Ой, Килограмма 3? А когда? 4 думаю. 4, ну, может 3,5. Ну, может около 4, я не знаю. В принципе, это есть. Че, кто угадал? Да. Ты говоришь 4, я скажу 3,5. Вешай. Сейчас посмотрим. Все глазомер лучше. Четыре 800 даже. 4,810. Ну и где-то килограммчик, наверное, пожарили, да? Больше, может, чуть-чуть. Нормально, что? Я, наверное, за 3 дня тогда столько не принес. Меньше принес, когда один был. Ну и ты был один. Ну да. Все. Теперь идем в избушку. Дрова на сегодня пока есть. У тебя тарелок больше нету, да? Мисок? У меня одна. Одна вообще, да? Да. А у тебя сколько? 0. Так, все. Потопали избушку. Ну вот. У нас ужин. Все приготовили. Владислав Викторович вон нажарил целую гору рыбы, плотва, окунь, щука. Нажарил картошки вон с лучком. Почему в котелке? Да потому что у нас нехватка посуды. Тарелка одна. Сделали салатик вот с огурчиков. Жареная рыбка, жареная картошка. Надеюсь, все вкусно. Как? Съедобно? Отлично. Влад говорит, съедобно. Так, напиток у нас сегодня Алкивера какая-то. Вера? Умеешь читать, нет? Алоэ вера. Алоэ вера, во! Алкивера, блин. Рыбацкий напиток, короче. Потому что мы сегодня реальные рыбаки. Алоэ вера, это вещи стирать. Ты будешь? Да, конечно. Он будет. Роман? Вкусно. Тоже не откажешься. Так. Пам-парам-па-пам. Так. Ну как-то вот так. Я надеюсь, у нас замечательный ужин. В рыбацкой избе. Да с рыбкой, да с картошечкой, да. А вот еще у нас что? Помидорчики вот такие вот у нас. Вон помидорчики. И хлебушка. Все просто. Все до простоты просто. За рыбалку. Этот тост, наверное, всегда останется Да. номер 1. Ну, и за охоту еще есть такой второй тост. Я бы, конечно, поспорил. Просто охота сезонная, а рыбалка, она круглый год рыбалка. И за это надо выпить. Будем. Сейчас скажу, громко играет. Где углубляется-то? Вот так вот.
Так, где моя ложка? Вон на рыбе. На рыбе. А рыбалка, по сути, тоже не круглогодичная. Почему? Есть осень. М? Ой, весна, когда ледоход идет. На озерах стоит. Просто, конечно, есть месячники. Ну, бывают же моменты, когда ледоход идет, и озера уже все сгнили, лед. Вот и чайник вскипел. А в прошлый раз, когда я здесь снимал, получается, телефон орал здесь вот. Камера стояла здесь, телефон здесь. Меня даже не слышно, он просто перебивал весь звук. Конечно, заглушают. Да. Так. Давайте ее даем, давайте, да, я начал, уже ее даем. Да? Очищенная, потому что. Дай, дай. И это очищенная. А вот это я всем. Балансир сегодня половил. На удивление. Значит, просто балансир хороший. Ну, конечно, он нормальный, потому что я, блин, все поменял, которые были, блин, Сколько? Штучки 3 поменял всяких разных. больше. Это мне балансир самого Питера отправили. А что, туман от рыбы тоже кости? Конечно. Туман есть все. Так что между первой и второй промежуток маленький. Или как, или где? Ну, ты не боишься ему вот такие вот кости давать? Я? Я не боюсь. А я это что ему будет? Ну, вот эти, которые скелет. Это же шубака. Она есть все. А как она вот это? Вот она у меня обычно как, ну, медведя завалит, съедает со шкурой даже. И с костями вообще ничего не остается. Балабол. Что, не веришь? Это же туман. О, сколько медведей уже он завалил. Ты не представляешь. Сколько думаешь? Один. Ой, и не сосчитать. Ты на рыбалку сказал, на охоту-то ни разу не берешь. Почему? Беру. Он даже на пятки умеет наступать. Попробуй, попробуй. А, я такой не люблю. Нет, дунуть его. Вообще такой не Знаешь, люблю. как своими рученьками чистенькими. Руками я туда не полезу, это если что ложка. На ложку полез, ага. Такая вкусняшка. Ну, за рыбалку мы выпили, за охоту тоже, будущую, наступающую. За вкусный ужин выпили. А теперь спать. теперь выпьем за доброту, чтобы в мире больше было добрых людей, чем злых. Вот так. Вот такой тост хочу дать. Особенно в пробках. Добро побеждает зло. А в пробках это просто люди нетерпеливые. Это прямым ходом надо вот кабинет Владислава Викторовича, таких людей, да? Я с такими не хочу. Не хочешь? Нет. Ну ты же можешь оказать помощь. Ты же доктор. После приема к тебе они просто будут ходить и улыбаться. Просто ходить и улыбаться. Всем. Сможешь делать? Когда скажут: о, ты волшебник. Ты сделал невозможное. Когда люди говорят: ну я же к вам пришел или пришла, вы же мне должны это сделать. А, из невозможного возможно. Я говорю, из все, если бы я был волшебником, я бы уже давно на Бентли ездил, а не на Шевроле. Алоэ вера, походу, даже покрепче, да? Чем это святой источник был? Ну, да, там вода, а тут как бы средство для стирания белья. Прочищает прям.
Алоэ вера это вообще-то лекарственное растение, правильно? Если рыба клюет, с голоду никогда не умрешь. А если соли нет? М? А если соли нет? Долго проживешь без понял. соленой рыбы? Ну если соли нет, Да рыбу можно и так съесть, без соли. долго не сможешь кушать. Почему? Рано или поздно тошнить начнет. Никогда в жизни. От рыбы меня тошнить никогда не будет. Я рыбу могу есть на завтрак, на обед, на ужин, соленым, жареным, еще и ухой запивать. И она мне никогда не надоест. Это я не просто так говорю, это на самом деле так. Потому что помню с детства такую картину. Садимся кушать, да? У нас вот бадья, вот как это, как вот та сковородка примерно, тазик такой, литра на 3, наверное. Батя сходит в погреб и приносит соленую рыбу. Без разницы какая. Я, сик, харюс, там, окунь, карась соленый. Рыба. Просто рыба. Я никогда не зацикливался. Такая рыба, такая. Никогда не давал ничему предпочтения. Я ел всю рыбу. И любил всю рыбу. И мы, вот картошечка, допустим, пожаренная там или отварная просто. Мы садились и начинали есть завтрак, обед, ужин там с этой рыбы. Потом мама такая: ну и чё, кто там супчика будет там то и сюда? Я говорю: мам, какой супчик, я уже все наелся. Бывало и такое. Обед, опять батя идет в погреб, опять тарелка рыбы соленой. Ужин, опять тарелка рыбы. И она никогда, вот батя любил рыбу, это все, может то, что с детства я ел. Слушай, может это быть. получается, а что едят тогда в Скаляпе, скажи? Рыбу тоже, ну, молоко, мясо. А у них корова есть, да? Ну. Мы едим пищу, а не, Концентрат. да, ешки там, ингредиенты там, красители. Ну скажи правильно. Ингредиенты. Ингредиенты. Я новое слово придумал. Ингре. Но это ингредиенты, это Да, по-вашему, молодец. а по-нашему ингредиенты. Геннадий. Так. Мы таких словов не знаем. Смотри, у меня синяков на спине нету. Синяков, Один. у тебя вся спина синяя. Ну, скажи по-честному, что ты. Я кроме спины там больше ничего не вижу. Я просто это, когда съехала Курить, здоровью вредить. эта хрень, когда съехала с тележки, блин, спиной бам, блин, ой-ой-ой. Не жалуйся. Да то не пешком, Да. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. как молодежь сейчас на русских машинах пишет на задних Слушай, а мы стеклах. ведь когда в Летку переехали с Украины, мы ведь, блин, по 20, сейчас скажу, сколько у нас по избы было? 26 километров по лесу, блин, пешком. С рюкзаком, блин. Офигеть. Я здесь 26, ну не 26, но километров 16 я за день проходил на рыбалке. Когда вот по реке ездил, ходил. Буксировочки не было, ходил на лыжах. Еще и зимой. Утром, зимой, утром просыпаюсь. Вот как сегодня, вот часа 4, допустим. Короткий завтрак быстренько. Беру термос с чаем, бутерброд салом, чтобы не сильно тяжело было на себе таскать. Корыто я купил пластиковое, вот это корыто, которое... А, таскал за собой, что ли? Да. И все. Несколько удочек, допустим, 3-4 удочки. Ледобур, запасные ножи, снасти. Все в рюкзаке, лишнего ничего нет. И вперед. Иду. Место нормально нашел. Пробурился, порыбачил рыбу. Корыто, допустим, пакет. Иду дальше. Место нашел, порыбачил. Время обеда. Пообедал. Иду дальше. И так до темноты. То есть темнело часиков 6, да, получается сейчас, блядь.
Стемнело все. Больше рыбачить некогда. И в кромешной темноте уже лыжню-то я вижу. По реке лыжня уже. Я натоптал лыжню. А у меня пластиковые лыжи. И пошел. У меня рюкзак. К рюкзаку я лямки приделал. К лямкам привязываю корыто, чтобы не на руках точить. И все, оно у меня сзади идет по лыжне. Оно у меня как раз вот 2 лыжи получается. И корыто сзади идет ровно по лыжне. Так, бывали же еще и перекаты открытые. Это надо подниматься в лес. Резать, допустим. Река вот так вот петлю делает, я резал. Там вот корыто на руках. И засекал по навигатору в одну сторону. То есть обратный путь засекал. 8 километров. Получается, туда я шел с бурением 8 и обратно 8 уже чистоганом. В среднем проходил эти 8 километров около часа. Обратная дорога. Готовил ужин, кушал, отдыхал и с утра. Ну что, вот так вот. Все уже поели. А я еще только щучью голову первую немножко понадкусал. Это все так. Пока я болтаю, все едят, кушают, выпивают. В итоге мне ничего не остается кушать. Мысли все, я еще что буду. Так что, друзья, надо и мне пока поесть что-нибудь. И будем прощаться. День сегодня прошел насыщенный, продуктивный, интересный. Мне понравилось. А как вам? Я думаю, тоже. Спасибо, друзья, что были со мной. Я чувствую вашу поддержку. Спасибо, друзья, за комментарии, за лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на канал Коми Рыбак.